Здравствуйте! В эфире программа «Акцент» и ее ведущий Григорий Фоменко. Сегодня у нас в гостях председатель студенческого правкома СВФУ, народный депутат республики Александр Сусоев. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Александр Владимирович Сусоев, председатель первичной профсоюзной организации студентов СВФУ, депутат Илтумена. В 2006 году окончил ЕГУ по специальности физика с квалификацией учитель физики и математики. В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Институте управления при президенте Якутии по программе «Государственное и муниципальное управление» отличной молодежной политики Республики Саха-Якутия. 2018 год ПОС объявил годом общежитий. Акцент планировалось сделать на улучшение их материально-технической базы. Скажите, насколько у студентов изменятся жилищные условия в рамках этой работы и когда завершатся эти работы? В рамках данного года мы запланировали уже более 200 различных проектов, мероприятий. Это все для жильцов нашего студгородка. Кроме этого, у нас есть и финансовая помощь жильцам наших общежитий. Кроме есть пункты по обновлению материально-технической базы. Также когда мы проводим конкурсы, различные мероприятия, мы обычно в качестве призов, допустим, лампы, это и различные бытовые приборы, это холодильники, стиральные машины. В этом направлении работа усиленно проводится. Пересматривается ли работа в отношении студентов, обучающихся на коммерческой основе? Например, насколько я знаю, они не имеют возможности пользоваться всеми льготами и бонусами, которые есть у бюджетников. Когда мы заселяем, допустим, в общежитие, мы не делим студентов на коммерческие или бюджетники. Мы в первую очередь смотрим их социальные составляющие. Сирот, инвалидов, участников различных боевых действий. У нас есть малоимущие, многодетные, студенты из далеких районов и так далее. Такие у нас критерии, целое положение есть. И мы как профсоюз принимаем решения. И когда у нас комиссия работает, все прозрачно. Также то, что касается вопроса именно коммерческих студентов, мы добились с прошлого года, что студенты коммерческого набора уже сегодня, если они малоимущие, имеют скидку в размере 30%. Такого раньше никогда не было. Мы этого добились. А студентам малоимущим из малоимущих семей скидка 10% бюджетникам, а коммерческим 30%. Даже больше. Это существенная помощь. Также, если ребята хорошо учатся и подряд, допустим, 2 семестра являются отличниками, у нас есть специальная комиссия по переводу студентов из коммерческого набора на бюджетное, и там принимаются решения. Когда бюджетных мест физически нету, мы иногда освобождаем от оплаты. То есть университет уже на себя эти расходы берет. Это во-первых. Во-вторых, мы иногда делаем скидки. То есть если человек платит 150 тысяч, например, уже если 50% скидка будет 75 тысяч. Мы иногда из фонда эндамента решением комиссии назначаем стипендию для коммерческих студентов. Если бывают ситуации, когда студент во время студенчества, допустим, потерял одного из родителей, например, или какая-то другая сложная ситуация возникает, мы и в результате, когда задолженность появляется перед университетом, иногда, бывают такие решения, когда мы освобождаем от долгов. Понимаете? Поэтому, что я хочу этим сказать? Этим я хочу сказать о том, что раньше, когда особенно в народе считается мнение о том, что коммерческие студенты всего лишены. Такого нет. Мы со своей стороны, и со стороны профсоюза, и со стороны университета всегда такое внимание уделяется. Сколько правонарушений на территории студгородка было зафиксировано, допустим, за прошлый год, и как студенческий правком содействует в обеспечении порядка? Если взять 2017 год, мы недавно делали как раз отчеты, подводили итоги. И по данным отделения полиции Студгородок, у нас за 2017 год правонарушений совершено в количестве 150 единиц. И 96 уголовных дел. Это на территории округа в целом. Из 96 уголовных дел студенты фигурируют только в 3 делах.
Конечно, кто-то может сказать, это много, кто-то мало. Тем не менее, мы стремимся, чтобы вообще наши студенты, молодежь не совершали не только правонарушения, а уголовные дела в первую очередь. И в рамках этого регулярно у нас проводятся совместные мероприятия с Министерством внутренних дел. Также нам очень важно то, что студенты сами тоже этим занимались. То есть студент студенту передает информацию, воспитывает, перевоспитывает. В целом какие-то работы ведет. Это вот в рамках студенческого отряда правопорядка. Это студенческое самоуправление тоже, которое работает с далеких 90-х тоже готов. Вы знаете, что в лихие, скажем так, как в народе говорят, 90-е годы, ребята именно сами, студенты, взяли на себя ответственность и уже боролись с правонарушителями. И сами среди студгородка, среди студентов, обеспечили правопорядок. И вот эта хорошая практика у нас продолжается. Очень важно, чтобы студенты сами понимали, почему нельзя совершать уголовные дела, правонарушения совершать. Да, вот. Поэтому такие формирования у нас работают. Также мы приняли решение, что кроме студенческого отряда правопорядка у нас есть студенческий отряд, вот именно, который работает с сотрудниками ГИБДД. ГИБДД. Они вместе с полицейскими, вместе с ГАИ ездят по городу, смотрят, как у нас, допустим, ездят водители, обычные горожане, с ними тоже ведут какие-то лекции, акции проводят. Вот такая совместная плотная работа проводится с Министерством внутренних дел. И благодаря им, в том числе, да, конечно, у нас каждым годом сокращается количество нарушений, и поэтому мы вот эту работу будем продолжать. Сейчас в республике, с учетом ротации кадров, руководители организаций, ведомств меняются очень часто. И вы же работаете в студенческом правкоме уже на протяжении 15 лет, из которых 10 лет возглавляете. Скажите, вы бы не хотели передать бразды правления кому-либо из коллег? И что удерживает вас на рабочем месте? Желание работать, конечно, то, что держит. Да? А в целом выборные дела – это наши внутренние вопросы. И должность председателя – это избираемая должность. У нас нет понятия передачи должности из поколения в поколение, и все на конкурентной основе должны работать. У меня есть очень хороший кадровый резерв, где состоят более 100 студентов, есть дальний резерв, есть внутренний резерв. Поэтому у нас кадровая политика налажена на высоком организационном уровне. И мы знаем, допустим, какие ребята у нас должны работать и какие у них компетенции должны быть. Почему мы такие требования выставляем? Потому что нам важно, чтобы профсоюз очень работал на высоком уровне. Организации в этом году исполняется 84 года. Это старейшая организация. Вот в далеком 1934 году, когда университет открылся, через 2 месяца ребята сами самоорганизовались и создали собственный профсоюз. И вот 84 года прошло, и нам важно, чтобы профсоюз всегда работал очень плодотворно. И отвечая на вопрос, я возглавляю действительно 10 лет. Придет время, когда я пойду дальше, и мне очень важно, чтобы я подготовил очень хорошего, достойного преемника, который бы дальше продолжал нашу деятельность. Ну, сейчас кандидаты, наверное, все-таки какие-то есть. Да, конечно. 3 человека, допустим, есть. Будет конкурентная борьба, позитивная. Мы всегда стараемся, чтобы внутри профсоюза никаких сильных разделений не было. Все будет нормально. Какую инициативу в сфере молодежной политики вы считаете наиболее эффективной и успешной? Очень хорошо то, что у нас в правительстве и благодаря Илдархану нашей республики, Егору Александровичу Борисову, Министерство молодежи в целом есть. Это отдельное ведомство, которое целенаправленно работает с молодежью. Я бы не хотел какие-то отдельные проекты выделять. Все они хорошие, все они помогают. Другое дело, по моему мнению, Министерство молодежи не должно превратиться в орган, который проводит какие-то культурно-массовые спортивно-оздоровительные мероприятия. Министерство должно делать политику. И я считаю, что таких проектов должно быть много.
дай Бог, чтобы они помогали нашей молодежи. 2 месяца назад вас избрали председателем Совета молодых депутатов при Илтумене. Приятно ли вам доверие коллег и над чем сейчас работает этот совет? Мгм. Конечно, доверие, когда оказывается, это всегда не только радость, скажем так, да, это прежде всего ответственность. Когда тебе доверяют допустим, свое будущее в направлении, допустим, депутатской работы, это налагает на большую ответственность. Сегодня у нас уже имеется представители 20 районов Республики Саха-Якутия. Ограничения по возрасту у нас есть. Все депутаты, которые избраны до 35 лет, избранные уже депутаты, не будущие, а избранные, да, вот, они к нам могут вступить. Это добровольная организация при Государственном собрании Ултумен. Мы никого не заставляем туда вступать. Мы на добровольной основе ребят, которые поддерживают в целом органы государственной власти, законотворчество в целом, да, мы их берем. И какие акценты в первую очередь делаем? Мы делаем акценты, чтобы усилилась роль депутатов в Республике Саха-Якутия. Мы работаем не только с депутатами муниципального уровня. У нас есть работа будет продолжаться и тоже с депутатами Государственного собрания Ултумен, избранных до 35 лет. Нам важно, чтобы у них были высокие компетенции. Нам важно, чтобы они умели не только писать, не только выступать и задавать вопросы, но и решать какие-то вопросы. Я помню в 2013 году, когда я был избран в Госсобрание, мне ровно исполнилось 28 лет, никто меня не учил, как законы пишутся. Мы просто методом проб и ошибок начинали работу. И мне бы не хотелось, чтобы таким же образом начинали работу нынешние депутаты, которые вот молодые, да. Поэтому мы сразу начнем учить их, сразу будем их развивать. И эта работа, я надеюсь на то, что будет сказываться на развитии в целом муниципальных образований, районов и в целом республики. И, как мы все знаем, 15 апреля пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия» с последующим выдвижением кандидатов в Илтумен. Скажите, пожалуйста, и зачем вы приняли участие в этом мероприятии? Я убежден в том, что молодежь должна идти во власть. Я не скажу, только во власть должна идти, но в целом на смену наших братьев, сестер, скажем так, да, бабушек, дедушек, все равно по закону природы, по закону жизни сменяемость должна быть. И молодежь, когда участвует в таких мероприятиях, и предвыборные какие-то агитационные мероприятия, допустим, будущие какие-то проекты, вот там ребята должны участвовать. Они должны развиваться, готовиться. Ребята должны знать, что такое законотворчество, как законы принимаются, как постановления принимаются, как в целом работа устроена. Вот это они должны знать. И в этом помогает и молодежный парламент, молодежное правительство, где я состою, Молодая гвардия «Единая Россия» и другие общественные организации, они призваны помогать молодым людям. Почему я принимаю участие? Во-первых, я уже являюсь действующим депутатом. 5 лет назад жители моего университетского избирательного округа доверили мне должность депутата. И я иду, чтобы защищать интересы наших граждан, именно вот нашего округа. Туда и входят студенты различных вузов, СУЗов и, конечно, разные категории населения. Нам очень важно, чтобы голос молодежи был услышан на уровне парламента республики. Не секрет, иногда вопросы молодежной политики и в целом молодых людей, а им нужна очень большая поддержка на самом деле, условия должны быть созданы. Не секрет, что на второй план иногда уходят. И вот благодаря нашей общей активной работе мы всегда ставим вопросы, чтобы и вопросы, касающиеся молодежной политики, всегда поднимались, чтобы законы соответствующие были. Мы не говорим, что какие-то льготы надо делать для молодежи. Нам важно, чтобы государство обеспечивало минимальные условия для того, чтобы молодежь быстро адаптировалась к жизни, была готова уже и не только учиться, но и работать во благо своей Родины.
Спасибо, Александр Владимирович, что ответили на наши вопросы. С вами была программа «Акцент». До новых встреч!